января во французском Фон-Ромeu стартует этап Кубка мира по слоуп-стайлу. Сегодня там первый официальный тренировочный день. В составе сборной России по фристайлу Чуваши представляют два воспитанника второй школы Олимпийского резерва – Лана Прусакова и Дмитрий Мулиндеев. Перед отъездом со спортсменами пообщался наш корреспондент Вячеслав Ильин. Для спорта высших достижений каникул нет. Праздничные дни кандидаты в Олимпийскую сборную России Лана Прусакова и Дмитрий Мулиндеев проводили на базе столичного горнолыжного центра «Вертикаль». До старта на первом этапе Кубка мира оставались считанные дни, так что еще раз проверить инвентарь, да и отработать базовые элементы не лишние. Ведь задачи на предолимпийский сезон перед спортсменами стоят весьма серьезные – отобраться на зимние игры, которые в 2018 году пройдут в Южной Корее. Для этого Дмитрию необходимо по сумме этапов попасть в 30-ку сильнейших. Впрочем, как считает сам спортсмен, задача эта выполнимая. Я выступаю уже не на первых европейских соревнованиях, международных, поэтому я думаю, что меня уже так на слуху чуть запомнили, возможно, где-то видели поэтому должны уже знать, что есть такой русский парень. Не скрывает олимпийских амбиций победительница юношеских зимних Олимпийских игр Лана Прусакова. Прошлый сезон она завершила на 16-й строчке мирового рейтинга. Так что сейчас 17-летней фристайлистке, чтобы получить добро на участие в 23-х играх, достаточно не опуститься ниже. Судя по первым стартам сезона, Алана уже выиграла 2 этапа Кубка России, подопечная Никиты Васильева в хорошей форме. Чтобы стать профессионалом с большой буквы, нужно обязательно попасть на Олимпийские игры. Мне нужно попасть в призеры на чемпионате мира и хотя бы на одном этапе Кубка мира. Думаю, этого будет достаточно, надеюсь. По силам это тебе? Я думаю, что да. Я буду очень стараться и очень надеюсь на это. По словам старшего тренера сборной России по ньюс-скульным дисциплинам Никиты Васильева, несмотря на острую конкуренцию, его подопечным вполне по плечу решить главную задачу. Подготовка шла планово. К тому же программы были опробованы на этапах Кубка России и Европы. Конечно, у нас все-таки не фристайл, не горные лыжи, как вы сказали, но тем не менее нас поддерживают, нам помогают с билетами, с проездом, все, что мы просим, с инвентарем, когда нам не хватает от сборной, уже нет возможности, регион всегда готов помочь. Мировая фристайльная карусель стартует 13 января, и надеемся, что по его итогам ребятам будет чем порадовать руководство и любителей спорта республики. Вячеслав Ильин, Вести Чуваши.